Привет, друзья! С вами я, Михаил Серкелей, и новый выпуск Ноктолайф. Возможная поездка Ирины Влах на Санкт-Петербургский экономический форум превратилась в настоящую детективную историю. Уже третий день подряд нам отказываются сообщить, участвовала Ирина Влах на форуме или нет. Об этом не говорят ни в ее пресс-службе, ни в пресс-службе Питерского форума. Это элементарный вопрос, почему столько сложностей с ответом. Давайте вспомним хронологию эпопеи с участием делегации из Гагаузии в Питерском экономическом форуме. На выходных на сайте форума появилась информация о том, что Ирина Влах участвует в панели «Фейк Ньюс в эпоху глобализации». Символично, что лекцию о фейковых новостях там читали пранкеры Лексус и Вован, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, российский политик и журналист Александр Хинштейн и журналисты российских пропагандистских СМИ Rush Today и ТАСС. Среди гостей панели была заявлена Кристина Потупчик, создательница команды блогеров, атакующих политических оппонентов Кремля, главный подрядчик Кремля по работе с соцсетями. Кристина Потупчик, по ее словам, стояла у истоков фабрики интернет-троллей. В общем, производители фейков в России в промышленных масштабах читали лекцию про фейк-ньюс. Организаторы форума, правда, не уточнили, чему была посвящена эта панель – производству фейков или борьбе с ними. Ирина Влах органично вписывалась в эту кампанию, поскольку контролирует в Гагаузии медиахолдинг из 5 СМИ. Эти СМИ работают на очернение оппонентов Ирины Влах и продвижение ее положительного имиджа в Гагаузии. В общем, Ирина Влах органично смотрелась бы в этой дискуссионной панели. Новость об участии Влах в форуме и тем более на панели с таким говорящим названием вызвала бурное обсуждение в социальных сетях в Молдове. Но 15 июня, в день начала форума, мы не увидели традиционные фотографии на страничках Ирины Влах или фотогалереи в ее социальных сетях. Были опубликованы лишь несколько фотографий на странице главы управления внешних связей Гагаузии Виталия Влах с отчетами о встречах на полях Питерского форума. А 16 июня Ирину Влах убрали из числа участников этой панели. Скрывает свое участие в форуме не только Ирина Влах, но и депутаты Народного собрания. Нам стало известно, что исполком обратился к Народному собранию с просьбой командировать 2 депутатов для участия в Санкт-Петербургском экономическом форуме. Народное собрание отказалось оплатить поездку депутатов Народного собрания в Питер. По словам вице-спикера Народного собрания Георгия Лечу, эти депутаты могли поехать на форум либо за счет исполкома, либо за свой собственный счет. Лечу назвал имена депутатов, кого исполком предложил командировать в Питер. Это депутаты Григорий Кадын и Демьян Карасинин. Оба бросили трубки, когда наш коллега Слава Радулов позвонил им узнать, поехали они на форум или не поехали. Алло. Алло, господин Кадын, здравствуйте. Добрый? Беспокоит журналист портала Нокта, меня зовут Слава. Да не иди гуляй, мать, Нокта. Только один вопрос. С 15 июня и по сегодняшний день журналисты Нокта пытаются узнать, была Влах на форуме или не была. Мы обращались в пресс-службу Ирины Влах, к Андрею Ведученко и Георгию Яланжи в управление внешних связей, в пресс-службу форума никто не дает ответа на этот вопрос. Либо ссылаются на занятость, либо предлагают написать официальный запрос. В чем необходимость официального запроса, если ответ на этот вопрос максимально прост и не требует сбора и обработки информации? Это элементарный вопрос. Ирина Влах посетила форум или нет? 16 июня после обеда Виталий Влах сказал региональному изданию ЛАВ, что Ирина Влах находится в Молдове. В публикации ЛАВ не говорится, что именно журналисты этого портала спрашивали у Виталия Влах. Из этой публикации также не ясно, была Ирина Влах на форуме или в Питере 15 и 16 июня или не была. Из этого комментария мы можем лишь сделать вывод, что 16 июня после обеда вероятно, она находилась в Молдове. Но это со слов Виталия Влах. Подтверждения этой информации у нас нет. Мы знаем, что 15 июня Ирина Влах не принимала участие в заседании правительства. Вместо нее там была ее заместитель Олеся Танасогу. Если Влах была в Молдове, то почему она не была на рабочем месте и почему ее сотрудники скрывают от СМИ, где находится Ирина Влах? То, что делегаты из Гагаузии скрывают свое участие в форуме, говорит о том, что у них есть серьезные причины не светиться на этом мероприятии. Ну и в целом, мне не совсем понятно, зачем ездить на этот форум. С точки зрения интересов Гагаузии в этом нет никакого смысла. Участие в этом форуме
потеряла смысл для нас, потому что Россия под санкциями и в международной изоляции. Участие делегации из Гагаузии просто поможет Путину и россиянам попытаться показать, что нет никакой изоляции России и все как прежде, что не так. В прошлом году на полях форума в Питере Гагаузия подписала какие-то соглашения с какими-то российскими регионами. Достаточно посмотреть на эти регионы на карте и почитать об экономическом потенциале этих регионов, чтобы понять, что нам ничего не светит от сотрудничества с ними. Подписание соглашений с ними – это всего лишь формальность для создания картинки, чтобы обосновать поездку гагаузской делегации на этот форум и траты на эту поездку. В этом году Виталий Влах встретился на этом форуме с министром внешних связей Астраханской области Владимиром Головковым и министром сельского хозяйства и рыбной промышленности Русланом Пашаевым. Они договорились о подписании плана действий по реализации соглашения о сотрудничестве на 2022-2024 годы. Какой план действий, какое сотрудничество с Астраханской областью? Вы вообще были в Астраханской области? Это депрессивный регион на границе с Казахстаном. В России вообще все регионы депрессивные, кроме Москвы, Питера и пары-тройки нефтедобывающих регионов. Но дело даже не в этом. Дело в том, что участие в питерском форуме после полномасштабной военной агрессии России против Украины – это очень опасная для Гагаузии история. Гагаузские политики должны это понимать. Это форум, который проводит страна-агрессор, напавшая на нашего соседа. Прямо сейчас идет очень кровопролитная война, фактически самая большая континентальная война за последние 80 лет по количеству вовлеченных стран, я имею в виду стран, оказывающих поддержку Украине, и территории, охваченной войной. Украина – наш сосед. Я понимаю, что мы в Гагаузии привыкли не замечать и не брать во внимание интересы Украины. Украина до определенного времени не вела активную внешнюю политику. Для нас Украина была чем-то непонятным, не то Россией, не то Польшей. Для многих в Молдове Украина воспринималась как коррумпированная страна, где олигархи борются друг с другом за распределение финансовых потоков и экономических ресурсов, а также страной, куда многие едут отдыхать по привычке оставшейся Советского Союза. Здесь, в Гагаузии, все политики привыкли идти в фарватере интересов России, потому что это популярно и выгодно. Но с 2014 года, с момента начала военной агрессии против Украины, все изменилось. А с февраля 2022 года роль Украины на международной арене усилилась. Украина и Россия находятся в состоянии войны. И здесь, в Гагаузии, мы не можем игнорировать этот факт и продолжать вести себя, как ни в чем не бывало. Мы не можем продолжать игнорировать интересы Украины, будто их нет, и продолжать слепо следовать интересам России. По ряду причин. Я назову две из них. Во-первых, Россия далеко, а Украина близко. У Молдовы два соседа – Украина и Румыния. Протяженность границы с Украиной у Молдовы больше, чем с Румынией. Во-вторых, в Украине проживает более 30 тысяч гагаузов. Гагаузия заявила о себе как о центре гагаузов всего мира. Поэтому мы не можем слепо следовать интересам России и игнорировать интересы Украины, где проживает вторая по численности гагаузская община в мире, которая считает себя частью гагаузской общины Бессарабии. По сути, гагаузы Молдовы и Украины – это одна община в историческом и культурном плане. И если мы хотим оставаться центром культурного и языкового притяжения для гагаузов Украины, мы просто обязаны учитывать интересы Украины. Сегодняшняя Украина – это не страна десятилетней давности, где особо не интересовались тем, кто такие гагаузы и какие у них настроения. Сегодня Украина – это страна, которая консолидировала свой военный потенциал и успешно отражает военную агрессию ядерной державы – России. У сегодняшней Украины очень активная внешняя политика, которая добилась в том числе политической и экономической изоляции России. В условиях войны с Россией Украина не будет спокойно и сквозь пальцы смотреть на демонстрацию лояльности со стороны руководства и политического класса Гагаузии. Заигрывание гагаузских политиков с Кремлем может рассматриваться Украиной как потенциальная угроза ее национальной безопасности. Гагаузские политики и прежде всего Башкан, исполком и Народное собрание должны вести себя очень осторожно и не дать Украине повод рассматривать Гагаузию как регион, откуда может исходить потенциальная угроза национальной безопасности Украины. О том, что именно в действиях гагаузских политиков Украина может расценить как угрозу ее национальной безопасности и как в Украине расценивают действия властей Гагаузии в контексте военной агрессии России против Украины, мы поговорили с послом Украины в Молдове Марко Шевченко. Друзья, теперь у нас на связи по скайпу для интервью посол
Украины в Республике Молдова, господин Шевченко. Господин посол, здравствуйте. Слышите ли вы студию? Рад вас видеть снова. Я вас тоже рад видеть, господин посол. Ну, хотел бы начать вот с такого, ну, для меня, во всяком случае, очень приятного обстоятельства. Вчера мы наблюдали такое практически изменение риторики Эммануэля Макрона после Бухареста, где он сказал, что Украине придется сесть за стол переговоров с Россией. А уже в Киеве через день он заявил, что поддержит Украину таким образом, чтобы Украина могла победить. Но я думаю, что это триумф и победа украинской дипломатии. Как вы это расцениваете? Ну, я бы сказал, что это победа над кем? Первый вопрос. Я думаю, что нельзя говорить в этих терминах по поводу отношений Украины, Франции, Германии, Румынии и Италии, которые являются одними из основных союзников в западном полушарии, образно говоря, в западном мире. Поэтому я бы сказал, да, это большое достижение украинской дипломатии, не только дипломатии, а всей государственной службы, всего государственного аппарата, президента, правительства, Министерства иностранных дел. Да, это серьезное достижение. Ну да, я в том контексте, что до визита Шольца, Драги и Макрона в Киев, там с их стороны звучали достаточно такие, но не очень обнадеживающие заявления по поводу. И мы видели с очень большой задержкой с поставкой вооружения со стороны Германии той же, да, поэтому как-то так все это очень звучало не очень красиво. И тут мы видим резкое изменение риторики, и что не может не обнадеживать. Я предлагаю, господин посол, с вашего, если вы не против, перейти к нашим местным вопросам, тоже связанным с Украиной. И мы с вами в прошлый раз говорили больше, ну, скажем так, о состоянии дел в самой Украине. Сегодня хотелось бы поговорить с вами и услышать ваше мнение по поводу того, что происходит в Гагаузии в контексте войны в Украине и российской агрессии в отношении Украины. Как вы расцениваете позицию Гагаузии как маленького региона? Я имею в виду вот последние, скажем так, развитие событий, вот этот вот закон про георгиевскую ленточку, который однозначно был признан в Республике Молдова как символ агрессии, под которым творятся те преступления, военные преступления в Украине. И заявление начальника управления внешних связей Гагаузии Виталия Влах, где он сказал, что войну могут закончить только два человека. Это Путин и Байден. Как вы расцениваете эти заявления? Как вы в целом расцениваете позицию Гагаузии в этой ситуации? Я бы не хотел говорить о позиции Гагаузии, потому что автономное территориальное образование Гагаузии является составной частью государства под названием Республика Молдова. Поэтому внешней политикой Республики Молдова занимается центральное правительство, соответствующее министерство. Поэтому я не могу говорить о позиции Гагаузии по каким-то внешнеполитическим вопросам. Но в то же время, естественно, что наше посольство, и мне всегда было интересно наблюдать за тем, какую позицию провозглашают или придерживаются представители и власти, и депутатского корпуса, которые живут и работают в Гагаузии. Мне, честно говоря, когда я наблюдал празднование Дня Победы во Второй мировой войне, мне было несколько жаль о том, что Народное собрание Гагаузии пошло тем путем и приняло те решения, которые оно приняли. Мне было, честно говоря, вызывало определенное недоумение, почему они так настоятельно пытаются принять те решения, которые прямо противоречат законодательству Республики Молдова. И, естественно, это было естественное решение, естественная реакция. Ожидалось, что это могло породить серьезный конфликт. Слава Богу, мудрость и терпение правительства в Кишиневе позволили провести этот день спокойно, без эксцессов, и я этому несказанно рад. Хотя, честно говорю, меня не оставляло определенное ощущение, что те люди, которые голосовали за решение использовать символ георгиевской ленточки, они рассчитывали на определенную конфронтацию. Слава Богу, что этого не случилось, и поэтому Гагаузия остается мирным, спокойным регионом в составе Республики Молдова.
Ну хорошо, а волновала ли Гагаузию, вернее Украину, вот эта вот пророссийская позиция Гагаузии до вторжения России в Украину? Ну вы понимаете, о чем я говорю, да? Все вот эти разговоры про Буджакскую республику и так далее. И Гагаузия, ну, по моим ощущениям, Российская Федерация имеет сильное политическое влияние здесь. Волнует ли вас это и волновало ли вас это до вот этой вот новой фазы военной агрессии России против Украины? Ну, ни для кого не было секретом о том, что жители Гагаузии имеют свои особенные чувства по отношению к Российской Федерации и имеют определенные отношения и ощущения, имеют позитивное по отношению к ее представителям. Честно скажу, мне кажется, что до 2014 года, когда Российская Федерация начала прямую агрессию против Украины, никого в моей стране это особенно не беспокоило. Да, есть Гагаузия, есть ее жители, которые имеют определенное настроение, это их полное право. Соответственно, политики, которые им избираются, точно так же в публичной сфере проявляют эти все вещи, ну, обычное дело. Но после того, как Украина столкнулась в 2014 году с агрессией России, а в 2022 году, 24 февраля, с широкомасштабной агрессией, с полноценным вторжением, естественно, что вопросы, скажем так, пророссийских настроений перестали быть в наших глазах исключительно внутренней прерогативой, и мы начали очень тщательно это мониторить, наблюдать и анализировать на предмет наличия угрозы нашей национальной безопасности. Поэтому здесь никакого секрета нет. Да, беспокоит. Да, мы внимательно отслеживаем, да, внимательно анализируем. Есть ли шансы превращения просто пророссийских настроений там, жителей Гагаузии или политиков, которых они избирают, или руководителей? Есть ли шансы их превращения настроений в что-то более серьезное и опасное для Украины или нет? Ну хорошо, в случае, если возникновение, какова может быть реакция Украины или посольства Украины в данном случае? Ну, это зависит от того, что именно может случиться, как это будет оцениваться соответствующими украинскими ведомствами, которые отвечают за сектор безопасности, в том числе военной, в том числе за вопросы обороны, и, соответственно, будет реакция. То есть, исходя из конкретной ситуации, вы это хотите сказать? Естественно. Мы сейчас не можем прогнозировать, случится ли что-нибудь вообще, а если случится, то что-либо. Я скажу только, что все украинские ведомости, которые отвечают за те или иные аспекты национальной безопасности, они очень внимательно анализируют все, что происходит по периметру наших границ, в том числе не только в России, Белоруссия, наши западные партнеры, Молдова, Приднестровье, Гагаузия, Румыния. Весь периметр наших границ находится под постоянным мониторингом соответствующих ведомств. И 24 часа, 7 дней в неделю они анализируют, делают выводы, определенные прогнозы и предложения по реакции. Ну хорошо, а можем ли мы, такой вопрос, можем ли мы предположить, что определенные лица, которые, с вашей точки зрения или с точки зрения украинских ведомств, перешли какую-то определенную черту, там, могут оказаться в каких-то определенных списках по, не знаю, там, по запрету въезда в Украину или там, не знаю, что-то вроде этого? Может быть такое случится? Я просто предполагаю. Может случиться. И насколько их действия перешли красную черту, уже будет определять сама Украина, я правильно понимаю? Естественно. Это будет зависеть от того, что покажет наш мониторинг и анализ. Ну хорошо, а что может быть причиной таких действий? Можете? Причиной таких действий, согласно нашему законодательству, могут быть действия или факты, которые так или иначе ставят под сомнение или угрожают вопросам национальной безопасности Украины, вопросам территориальной целостности, увеличить, например, опасность тех или иных проявлений агрессии со стороны, скажем так, с этого географического направления. Как влияет действие или заявление или участие в определенных мероприятиях тех или иных представителей, политиков, жителей, просто жителей на уровень национальной безопасности или на уровень угроз национальной безопасности Украины.
Весь этот комплекс, поверьте, очень внимательно анализируется и делаются выводы. Означает ли это, ну, допустим, что дело закончится не только, скажем, действиями самой Украины, но и, скажем, соответствующие действия по просьбе или настоянию Украины могут быть предприняты и партнерами Украины на Западе, скажем так, в Европейском Союзе? Я скажу так. У нас Украина имеет очень тесное сотрудничество в сфере безопасности со всеми нашими западными партнерами. Причем это началось не сегодня, не вчера и не 24 февраля, это было гораздо раньше. Например, что касается политики санкций, то задолго до 24 февраля 2022 года украинский санкционный список был синхронизирован со списком ЕС и со списком Соединенных Штатов более чем на 90%. И у нас шел тогда и сейчас идет очень серьезный информационный обмен по поводу лиц, компаний, других структур, которые так или иначе, по нашему мнению или по мнению наших союзников, достойны введения тех или иных видов санкций. Поэтому, повторюсь, я предполагаю возможность любых вариантов. Тут уже зависит от самих лиц, чего они хотят, да? То есть, хотят Все они зависит от действий и фактов, которые будут положены в основу тех или иных реакций. Предлагаю перейти к другой теме. Ну, она вытекает из того, что мы обсуждали с вами до сих пор. Вот уже неделю обсуждается этот самый Петербургский международный экономический форум и участие гагаузской делегации в этом форуме. Но вот для начала хотел бы спросить вас, как вы оцениваете этот форум? Его называют еще таким русским Давосом. Вот сейчас проходит 25-й юбилейный форум Питерский международный. Как вы оцениваете вообще это мероприятие в контексте тех санкций, которые были наложены? В чем его смысл, с вашей точки зрения? Ну, действительно, должен с вами согласиться, что когда этот форум задумывался 25 лет назад, он задумывался как большой экономический форум, аналог или, возможно, даже конкурент Давоса в те времена. Но в данное время то, что мы видим, во что выродилось это мероприятие, я не согласен с попыткой оценить его как русский Давос. Совершенно отнюдь. Далеко не Давос. В течение последних лет это мероприятие все более трансформировалось в площадку для продвижения российских сигналов, российских нарративов, российских смыслов в международное сообщество. Это не была площадка для больших дискуссий, это была площадка для продвижения более или менее успешного российской политики среди западных и не только западных участников этого форума. Этот форум постоянно сотрясали определенные скандалы, более или менее публичные, чаще не публичные, чем публичные. Из таких громких можно вспомнить попытки подселения шпионских программ в мобильные девайсы участников несколько лет назад, когда всем участникам форума были розданы зарядные устройства, ну, в качестве, то, что называется, организаторов, сувениров. Если, очень часто, когда кто-то едет в командировку, забывает зарядку для своего мобильного телефона или планшета. И организаторы форума в свое время, в один из предыдущих лет, роздали всем участникам такие зарядные устройства для их гаджетов. И через некоторое время одна из секретных служб, я уже не помню, по-моему, немецкие, я могу ошибиться, выступила с заявлением о том, что посредством этих зарядных устройств мобильные гаджеты участников были инфицированы шпионским программным обеспечением, ну и так далее, и так далее, и так далее. Был определенный скандал. Но это маленькая демонстрация того, о чем говорится, и от того, что на самом деле делается. Поэтому это что касается организации. Что касается содержания форума, ну, последние годы там действительно особо нечего
Не было особо глубоких дискуссий. Все ожидали выступления одного единственного человека, чтобы очередной раз проанализировать, что он сказал, что он не сказал. И, соответственно, к этому все сводилось. В данное время я рассматриваю этот форум как попытку изобразить позицию о том, что ничего не случилось, что все идет по плану, позицию России о том, что жизнь продолжается независимо от того, что она все еще партнер, она все еще, санкции на нее не действуют, и так далее, и так далее. Попытку сделать хорошую мину при плохой игре. Достаточно посмотреть на список участников, которые, кстати, не публикуются, чтобы увидеть, что плохая игра все-таки есть, и сохранить хорошую мину вряд ли удастся. Если, например, 10-15 лет назад Петербургский форум посещали топ-представители мира, стран мира, то сейчас там можно довольствоваться компанией Александра Лукашенко или некоторых президентов некоторых стран СНГ, причем далеко не всех. Далеко не всех. Ну, плюс талибы, да, конечно же. Хорошая компания для остальных участников этого мероприятия со стороны Запада. Появилась информация, что делегация из Гагаузии поедет на этот форум. Она уже там, в частности, мы видим Виталия Влахта, начальника управления внешних связей. Но также была информация о том, что на форуме должна участвовать и глава Гагаузии Ирина Влах, и не просто в качестве простого участника, а участника одной из панелей. Там даже была опубликована программа. Потом, правда, ее с этой программы, то есть ее имя убрали из этой программы. Мы вчера целый день пытались выяснить, поехала она на этот форум и не поехала. И вот вчера одному из новостных порталов местных, ЛАВ, Виталий Влах сообщил, что Ирина Влах находится в Молдове. То есть мы не знаем, была она там 15 или 16, поехала, вернулась. То есть сообщили, что 16 числа она была в Молдове. Но там участвует сам Влах, даже Виталий Влах подписал даже какое-то соглашение или договорился подписать соглашение с Архангельской областью. Вот скажите, пожалуйста, в случае, если выяснится, что глава Гагаузии участвовал в этом форуме, какова будет реакция посольства Украины, если будет вообще? Во-первых, это будет зависеть от того, участвовала ли госпожа Влах в этом форуме или нет. Это один из главных параметров, по которому будет выстраиваться наша возможная реакция. Я не хочу забегать наперед и говорить, какой она может быть. Все зависит, как я уже говорил раньше, все зависит от того, что, где, когда и что именно было сделано, озвучено или так далее. Я ограничусь простым наблюдением. Тот факт, что вы говорите, вчера целый день пытались выяснить, правда это или нет. Наши журналисты, мы несколько раз звонили. Мы даже звонили самим организаторам Питерского международного форума, и нам так и не ответили. И тот факт, что вам не удалось это выяснить, уже говорит о том, что здравый смысл все-таки преобладает. И люди понимают, что даже просто участие в этом форуме, даже просто попадание в список участников этого форума не камильфо, то, что называется. И это становится, как минимум, стыдно. Как минимум, это становится тем явлением, которое стыдно предъявить общественному мнению. И не только общественному мнению. Поэтому мое впечатление такое, что политика давления на страну-агрессора, которая является Российская Федерация, она дает свои плоды. И настолько, что даже не только представители многих стран, но и даже отдельных регионов, как автономное объединение Гагаузии, стесняются, а может даже действительно воздерживаются от участия в подобных мероприятиях. Я могу только приветствовать. Давайте раскроем скобки. Вы частично объяснили, но вот здесь хотел бы это зафиксировать, если вы не против. Что с точки зрения Украины не так, да, с участием в этом форуме должностных лиц из Молдовы, потому что Башкан Гагаузии не просто глава региона, она член правительства в данном случае. Да, вот. Что с вашей точки зрения не так? И почему, с вашей точки зрения, они должны воздерживаться от участия в этом форуме? С точки зрения Украины,
участие в подобных мероприятиях в стране, которая начала полноценное вторжение в 21 веке в другую суверенную страну, абсолютно немотивированные, не спровоцированные и под надуманными поводами, здесь все не так. Ну, представьте себе, что кто-нибудь из руководитель того же Архангельской области или, не знаю, Хабаровского края в 1942 году участвует в конференции в городе Кёльн, Германия. Ну, представляете, да? Реакцию и отношение к такого рода руководителю. Конечно же, Украина совершенно находится в другой ситуации. Но отношение к подобного рода участиям у нас, ну, примерно такое же. Украина находится в полномасштабной войне с Российской Федерацией, защищает свою территориальную целостность. От того, насколько успешно Украина противостоит России на поле боя, зависит, дойдут или не дойдут российские танки до реки Прут, включая через территорию Гагаузии. Устоит или не устоит Одесса, зависит от того, будет или не будет российского войска в Молдове, включая Гагаузию. Ну и на этом фоне появление сообщений о том, что, возможно, кто-то из Молдовы участвует в экономическом форуме, который проводит страна-агрессор, естественно, вызывает в Украине исключительно негативную реакцию. Другое дело, что мы еще будем анализировать, было это или не было, или это просто фейки, которые разгоняет страна-агрессора для того, чтобы придать своему форуму видимость какой-то международной поддержки. Естественно, что мы будем это все изучать, анализировать, будем смотреть, было или не было, если было, что именно, ну и так далее. То есть стандартный процесс изучения, анализа и подготовки предложений. Я понял. Позиция понятна, более чем ясна, я думаю, для тех, кто смотрит и увидит это видео, в том числе и из полком Гагаузии. Господин посол, хотел бы завершить вот таким вопросом. С вашей точки зрения, вот к чему может привести вот это заигрывание Гагаузии и гагаузских политиков с Россией? Вы сказали, что Украина с 2014 года активно уже начинает следить и мониторить ситуацию в Гагаузии. Мы понимаем, что вот эта вот война полномасштабная, по ее последняя фаза, заставляет Украину не просто наблюдать, но и предпринимать какие-то действия, да, для того, чтобы защищать. Быть готовыми предпринимать действия. Извините, я вас не расслышал. Не только наблюдать, но и быть готовыми действовать. Да, это мы видим и по ряду других, скажем так, случаев. Вот скажите, пожалуйста, к чему может привести вот это заигрывание гагаузских политиков с Россией? И какова может быть реакция в дальнейшем Украины? Действительно трудный вопрос, на который я не могу ответить прямо, не раскрывая всех карт, которые находятся в руках Украины, на украинской части этого игрового стола. Ну, я сошлюсь на банальный опыт. Значит, те регионы и те политики, которые так или иначе заигрывали с Россией, они так или иначе были втянуты в конфликт, и в конечном итоге там, где эти заигрывания заходили далеко, они оказывались первыми оккупированными Российской Федерацией. Речь идет о Крыме, речь идет о Донбассе. И Крым и Донбасс в свое время очень серьезно заигрывали с Россией, они были объектом приоритетных российских инвестиций, приоритетного российского внимания, приоритетных регионам, куда ездили российские делегации, что Крым, что Донбасс. Все они в Украине были, оба эти региона в Украине были поставщиками пророссийских политиков во всеукраинском масштабе. Соответствующие пророссийские фракции в парламенте Украины в значительной мере состояли из выходцев из этих регионов. Поэтому к чему это приводит, Украина очень хорошо. К сожалению, Молдова это знает хуже, хотя тоже имеет свой опыт, не очень позитивный, уже 30 лет как. Поэтому
Повторюсь, мне очень трудно сказать, к чему это приведет, потому что я не могу говорить, насколько все, не могу судить, насколько это заигрывание серьезно, если там что-либо больше, чем просто слова. Но если кроме слов там есть еще какие-то действия, то, ну, да, война уже не просто на пороге, а может быть даже в какой-то момент постучаться в двери. По поводу реакции Украины вы пока говорить не Ну, будете. я уже сказал, что я не хочу забегать вперед, потому что каждое мое слово, сказанное в эфире, оно будет иметь эффект и будет судиться как оппозиция и правительство. Я могу повторить только, что мы внимательно мониторим, анализируем, и соответствующие украинские ведомства готовят предложения по реакции. Но какими они будут, когда и будут ли, это все зависит от содержания тех событий, которые мы наблюдаем и анализируем. Ну, нам остается надеяться только, что гагаузские политики местные не дадут повода для такой реакции со стороны Украины. И я уверен, что, скорее всего, это так, потому что гагаузские политики никогда не давали повода, ну, скажем так, большинство из них никогда не давали повода думать о том, что они совсем уж безбашенные и не понимают своих действий. Другое дело, что всегда существует определенная часть людей, которые зависит каким-либо способом и выражает свою пророссийскую позицию, базируясь не на своих убеждениях, а на своих интересах или, может быть, прямых поставленных задачах. Но это совершенно уже другой вопрос. Ну, надеемся, что в гагаузской политике будет все больше и больше политиков, которые будут соизмерять свои действия с интересами Гагаузии прежде всего. А интересы Гагаузии в том, чтобы эта война как можно быстрее закончилась и утихомириванием агрессора для того, чтобы это никогда больше не повторялось, и Украина восстановила свою территориальную целостность. Господин посол, я благодарю вас за это интервью. Ждем вас и в следующий раз при удобной возможности. Желаем Украине как можно быстрее восстановить свою территориальную целостность и освободить свою территорию от российских войск. Спасибо, вам также желаю успеха. До свидания. До свидания. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать сегодня. Делитесь этим видео, ставьте лайки, чтобы его увидело как можно большее количество людей. С вами был я, Михаил Саркели. Увидимся в следующем выпуске Nocta Life.